Этот малыш появился на свет 5 месяцев назад, благодаря Институту репродуктивной медицины. У молодой пары из Шымкента, 10 лет страдающей бесплодием, это первенец. Современная медицина, по словам специалистов, творит чудеса. За 2 года познать радость отцовства и материнства смогли более 1500 семей, благодаря программе Ан-Саган Саби, поддержанной президентом республики. Праздник Дня защиты детей, который посвящен деткам всего мира. И мы решили также отметить этот праздник, потому что в нашем центре родилось очень много деток за время работы нашего центра. Это наша лялечка, которая тоже была рождена благодаря врачей нашего центра. Ему сейчас 5 месяцев. Это долгожданный первый ребенок в семье. Для института праздник в честь Дня защиты детей имеет огромное значение. В Казахстане бесплодием страдают около 20% семейных пар. Врачи-репродуктологи, как никто другой, понимают, каждый ребенок, появившийся на свет, определенно должен быть счастлив. Страдают бесплодием. А чего это бесплодие? Но бесплодие, если мы посмотрим сейчас на сегодняшнюю статистику в настоящее время, что мужской фактор составляет почти 51%. Да, и это могут быть много проблем. И может быть гормональное нарушение у мужчин, те же, допустим, воспалительные процессы, инфекции, которые не лечены в молодом возрасте. И поэтому, конечно, со стороны женщин на первом месте стоит трубно-перитониальный фактор. Это те же воспалительные процессы, те же инфекции. А эта мама родила первенца в 50 лет. Познать радость материнства Сандыгуль Усенбай помогли большие профессионалы Института репродуктивной медицины. Я родила первенца, когда мне было 50. Я благодарна доктору Рустему Аширкариевичу, который работает в клинике. Спасибо всем врачам. Только благодаря им я смогла стать мамой. Я уже и не надеялась. В моем возрасте обычно не рожают. Но все случилось благодаря современной медицине. Стать родителем может каждый. На программу ЭКО государство выделяет 7000 квот. Самое главное – следовать определенным шагам. Если супружеская пара запланировала программу ЭКО, в первую очередь, конечно, они должны прийти к нам в центр. У нас принимают врачи-репродуктологи и врачи-андрологи, то есть мужские доктора. В первую очередь мы проверим, то есть дадим все анализы, необходимо сдать все анализы. Если анализы все будут в норме, то женщина приходит на программу ЭКО. В основном мы начинаем со 2-го дня менструального цикла, смотря какая программа будет. И начинаем стимуляцию. Потом идет оплодотворение и в результате подсадка. Вот такие этапы. За 2 года Институт репродуктивной медицины осчастливил более 1500 молодых семей. Только в этом центре родились около 200 детей. И все благодаря профессионализму врачей и возможностям современной медицины. Амир Юнусов, Сакен Сапарбеков, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Утрар».